Был период в Грозном и вообще в Чеченской Республике, когда уже после окончания войн, где-то это 2009, 2010, 2011 годы, у нас то там подрывали себя камикадзе. Были молодые ребята, в большинстве своем домашние, которые никуда не ходили, кроме мечети и дома, ну и там к ближайшим родственникам могли пойти. И вот когда эта трагедия коснулась одного знакомого моих знакомых, для меня это было шоком. Домашний мальчик, молодой, который никуда, родители сами знают, как они воспитывали своего сына. Даже в Москву не ездил. Детство его застало в этот период войн чеченских, первая, 96-го года, вторая война, ну и это тяжелый период после этих войн, восстановления нашей республики, города Грозного, народного хозяйства и все последствия, связанные с этим. И когда он взорвался, он себя подорвал. Мне это до того вообще и так жалко было, но это я поняла, что это до того близко тебя может коснуться, что никто от этого не застрахован. Это какая-то зараза, как зараза, эти темные силы, как они зомбируют этих мальчиков, непонятно. Их, конечно, Всевышний накажет всех, но от этого тем, кто теряет своих детей, легче не становится. И вот так сложилась у меня вот эта песня. Называется она «Кенти». Итшират омлетет цабелла ногчи, бомбанаш yittача цабелла ногчи, давштещи хулакда цабелла ногчи, хеле кушбой ушбу вайнана. Ногчиче хаараяла, хадерждай ушбу ясумаса. Ногчиче хаарцахяла, зулам бадалика воде ахдуху. Dolуш, бай анчах лазинчах ногчах цаэбаш, мила вустем гахвуци анулуш, ики гивак энти динена хохуш. Ёл хавшил тижаш юган вегнанана, моставоле вина вэппен давиги, динаю елла юган вегнанана, кант васавигнага. Лерина лела, шашина ожила сахар рушleri, помахвац динахвац масанха ила. Вайканат цахила шашина туху, шашина истяхташ онах цалер, мазамадей ашейжина дахар, байтам алхирите шуледа чарна.
Грозном и вообще Чеченской Республике, когда уже после окончания войн, где-то это 2009, 10, 11 годы, у нас то там подрывали себя камикадзе. Были молодые ребята, в большинстве своем домашние, которые никуда не ходили, кроме мечети и дома, ну и там к ближайшим родственникам могли пойти. И вот когда эта трагедия коснулась одного знакомого моих знакомых, для меня это было шоком. Домашний мальчик, молодой, который никуда, родители сами знают, как они воспитывали своего сына. Даже в Москву не ездил. Детство его застало в этот период войн чеченских, первая, 96-го года, вторая война, ну и это тяжелый период после этих войн, восстановления нашей республики, города Грозного, народного хозяйства и все последствия, связанные с этим. И когда он взорвался, он себя подорвал. Мне это до того вообще и так жалко было, но это я поняла, что это до того близко тебя может коснуться, что никто от этого не застрахован. Это какая-то зараза, как зараза, эти темные силы, как они зомбируют этих мальчиков, непонятно. Их, конечно, Всевышний накажет всех, но от этого тем, кто теряет своих детей, легче не становится. И вот так сложилась у меня вот эта песня. Называется она «Кенти», грустная, тяжело ее петь, но все равно песня нужная, песня тяжелая, но красивая песня, не потому что я ее написала, но такая грустная и нужная песня. Песня призыв молодым людям не давать себя зомбировать, обращать внимание на свою мать в первую очередь, на своих родителей, на нужды своего народа и стараться отходить вот от этих грязных, кто они там, их есть, пусть их никогда не будет. И те, кто занимается сбиванием с пути истинного и парней, и девушек. Итак, песня «Кенти». Итшират омлет цабела ногчи, бомба наш yittача цабела ногчи, давштещи гулакда цабела ногчи, хеле кушбой ушбу вайна на. Ногчичу хаараяла, хадер ждай ушбу яцу маста, ногчичу хаарцахяла, зуланда далита воде ахдих. Был период в Грозном и вообще Чеченской Республике, когда уже после окончания войн, где-то это 2009, 10, 11 годы, у нас то там подрывали себя камикадзе. Были молодые ребята, в большинстве своем домашние, которые никуда не ходили, кроме мечети и дома, ну и там к ближайшим родственникам могли пойти. И вот когда эта трагедия коснулась одного знакомого моих знакомых, для меня это было шоком. Домашний мальчик, молодой, который никуда, родители сами знают, как они воспитывали своего сына. Даже в Москву не ездил. Детство его застало в этот период войн чеченских, первая, 96-го года, вторая война, ну и это тяжелый период после этих войн, восстановления нашей республики, города Грозного, народного хозяйства и все последствия, связанные с этим. И когда он взорвался, он себя подорвал. Мне это до того вообще и так жалко было, но это я поняла, что это до того близко тебя может коснуться, что никто от этого не застрахован. Это какая-то зараза, как зараза, эти темные силы, как они зомбируют этих мальчиков, непонятно. Их, конечно, Всевышний накажет всех, но от этого тем, кто теряет своих детей, легче не становится. И вот так сложилась у меня вот эта песня. Называется она «Кенти». Итшират омлет цабела ногчи, бомба наш yittача цабела ногчи, давштещи гулакда цабела ногчи, хеле кушбой ушбу вайна на. Ногчичу хаараяла, хадер ждай ушбу
سماسة نقشيش حارت خيال ظلم بعد ليتا ودي أحديخو doluş Bay'ançıq lazinçıq naqçıq ta'ibaş Milavuz kem qahvuzi anuluş İki givak enti dinena boğuş Yalxış yudiraş yukan vegnanana Mostavolevina veqqin davigi Dinayu yella yukan vegnanana Kant vasavignaga kirada dodbigi Вейдейшана шалелина гылла Безделех цабу хушлерина лелла Шашена ожолла сахар рушвери Помахвац динахвац масан хаила Вейqanat цахила шашена туху Шашена истяхбаш онах цалерра Вамазамадей ашейжина дахар Бейтам алхрите шуледа чарна Был период в Грозном и вообще Чеченской Республике, когда уже после окончания войн, где-то это 2009, 10, 11 годы, у нас то там подрывали себя камикадзе. Были молодые ребята, в большинстве своем домашние, которые никуда не ходили, кроме мечети и дома, ну и там ближайшим родственникам могли пойти. И вот когда эта трагедия коснулась одного знакомого моих знакомых, для меня это было шоком. Домашний мальчик, молодой, который никуда, родители сами знают, как они воспитывали своего сына. Даже в Москву не ездил. Детство его застало в этот период войн чеченских, первая, 96 года, вторая война, ну и это тяжелый период после войн, восстановления нашей республики, города Грозного, народного хозяйства и все последствия, связанные с этим. И когда он взорвался, он себя подорвал. Мне это до того вообще и так жалко было, но это я поняла, что это до того близко тебя может коснуться, что никто от этого не застрахован. Это какая-то зараза, как зараза, эти темные силы, как они зомбируют этих мальчиков, непонятно. Их, конечно, Всевышний накажет всех, но от этого тем, кто теряет своих детей, легче не становится. И вот так сложилась у меня вот эта песня. Называется она «Кенти», грустная, тяжело ее петь, но все равно песня нужная, песня тяжелая, но
красивая песня, не потому что я ее написала, но такая грустная и нужная песня. Песня призыв молодым людям не давать себя зомбировать, обращать внимание на свою мать в первую очередь, на своих родителей, на нужды своего народа и стараться отходить вот от этих грязных, кто они там, если есть, пусть их никогда не будет. И те, кто занимается сбиванием с пути истинного и парней, и девушек. Итак, песня Кенты. Ит шират омлететься бела ночи, бомба наш yittechаться bella ночи, давштещи гулагдаться bella ночи, hele kuş boy ушбу вайнана. Ночиче хараяла, хадер ждай ушбу ясмаса. Ночиче харцахяла.